Илькен имеет особое значение и занял свое достойное место в культурной палитре нашей республики. Мы все знаем, что музыка живет, пока ее исполняют. Поздравляю вас и нас тоже с этим замечательным событием. Ребята довольно сильные все. Это очень приятно. Я думаю, что по-настоящему конкурентный финал. Дети показывают все, на что они способны. Желаем нашим участникам большой удачи, блестящих выступлений. Рухи байлық тілеймін, музыкальных байлық тілеймін. Вперед! Плывите под парусом вдохновения. Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, истинные ценители музыки! Мы рады приветствовать вас на галоконцерте третьего открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Илькен». Сегодня в концертном зале «Башкортостан» ведем наш парус «Илькен мы», ведущий телеканала «Тамыр», сдержанный и надежный Даниэль Рамазанов. Душевная и красивая Камила Бакирова. Галоконцерт «Илькен» транслируется на телеканале БСТ в прямом эфире. Друзья, сегодня мы будем слушать родную башкирскую академическую музыку в живом исполнении финалистов «Илькен» в сопровождении легендарного национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Камила, вот скажи, почему человеку так близка родная музыка? Потому что мы ее слышим с рождения, и родная музыка, как глоток свежего воздуха, дарит нам свет и любовь. Она так душевна. Әйе, дөп-дөрөс. Шугала Тамыр «Елькен» исемле проект уйлап тапты. Телеконкурс «Елькен» реализуется телеканалом Тамыр при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан в рамках программы «Национальные проекты. Культура». В этом году мы посвящаем конкурс Году педагога и наставника. «Елькен» — это новая страница в мире академической музыки нашей республики. Благодаря телепроекту звонко звучало творческое наследие великих башкирских композиторов. На отборочный тур конкурса «Елькен» поступило 136 заявок со всей республики. На конкурсный тур прошло 47 музыкантов в 4 номинациях: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и народные инструменты. И сегодня перед вами выступят 12 финалистов. А как мы болели за них! И не только мы, Камила. В течение месяца, каждый субботний вечер на телеканалах Тамыр и БСТ конкурс «Елькен» смотрела вся республика. И, конечно же, переживали педагоги и наставники. Это точно. Наставник всегда играет важную роль в нашей жизни. Ведь не зря говорят, что наставник – это скульптор души. Учитель музыки – это тот, кто помогает нам обрести гармонию внутри себя. Это слова самого Бетховена. Спасибо вам, дорогие учителя. Спасибо за умение вдохновлять, вести за собой, открывать нам мир искусства. Представляем уважаемое жюри третьего открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Илькен». Внимание на экран! Артур Назиуллин, кларнетист, народный артист Республики Башкортостан, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева. Шура Сагитова, пианист, композитор, заслуженная артистка Республики Башкортостан, заведующая кафедрой специального фортепиано Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, народный артист Республики Башкортостан, солист Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Виктория Симонова, лектор-музыковед, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова. Артур Гайсаров, кураист, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Аплодисменты нашему прекрасному жюри. Спасибо вам, что на протяжении всего конкурса вдохновляли ребят, стали опорой для каждого участника. Спасибо, что создали в телепроекте такую душевную атмосферу. Сегодня в зале уважаемые композиторы, чьи произведения будут играть наши финалисты. Ильдар Хисамуддинов, Урал Идельбаев, Азамат Азнагулов.
Альфия Хабирова. Ильнур Гайнуллин. В зале наши уважаемые композиторы, чьи произведения играли юные музыканты в конкурсном туре. Нур Асхатович Даутов. Рим Махмутович Хасанов. Ришат Равкатович Сагитов. Лейла Загировна Исмагилова. Спасибо, что дарите миру красоту родной музыки. Спасибо, что пишете академическую музыку для детей. Аплодисменты нашим композиторам. Прежде чем начать финальную программу, с большим волнением предоставляем слово министру культуры Республики Башкортостан Амине Ивниевне Шафиковой. Хайырлы кис, кадрлы достар, хөрмәтле кунактар, балалар, укытучылар. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые участники конкурса, педагоги, наставники, уважаемые члены жюри, дорогие гости. Позвольте мне от имени главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова поприветствовать вас на 3-м телевизионном конкурсе башкирской классической музыки «Елкен Парус». Вы знаете, надо сказать, что 3 года назад, когда начинался этот конкурс, наш парус, он очень удачно поймал свой попутный ветер, поймал волну. И сегодня мы все говорим о важности возрождения наших традиционных ценностей, о том, что мы должны с вами поворачиваться, обращаться к нашим корням, посмотреть, что было до, чтобы знать, куда идти дальше. Я хочу сегодня поблагодарить искренне всех наших композиторов. Те, которые здесь присутствуют, те, которые когда-либо писали музыку для детей. Поскольку именно наша композиторская школа является одной из сильнейших национальных композиторских школ в России. И это ни для кого не секрет. И для того, чтобы играть музыку наших башкирских композиторов, чтобы играть башкирскую музыку, нужно обладать определенными качествами и особым чутьем к той музыке, к тому мон, который звучит от нашей родной земли, к той музыке, к тем звукам, которые звучат в природе, к тем звукам, к тем мелодиям, которые исполняли наши бабушки, дедушки, и те большим великим песням и мелодиям, которые дошли до наших дней. И именно этому сегодня учат наши уважаемые педагоги наших маленьких талантов. И очень отрадно, когда мы видим стремление, искреннее желание познать, изучить музыку башкирских композиторов. И когда замечательные дети на протяжении скольких недель исполняли на телеканале БСТ, мы смотрели отборочные туры, музыку башкирских композиторов и исполняли ее хорошо, это не могло не радовать душу. И сегодня мы гордимся нашими детьми, мы гордимся нашими педагогами. И хочу пожелать терпения нашему уважаемому жюри, потому что именно они поддерживали, они были также наставниками, помогали детям при подготовке этой замечательной концертной программы, которую сегодня увидите в финале. Хочу поблагодарить Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, ведь сегодня не каждый ведущий оркестр страны может похвастаться тем, что он принимает участие в детских фестивалях и конкурсах. Это очень важно. Дети чувствуют поддержку, дети чувствуют внимание таких взрослых, серьезных, солидных коллективов, профессиональных. И для них это большая путевка и большой стимул учиться дальше. Я хочу искренне поблагодарить телеканал «Тамыр», телекомпанию БСТ. Лично хочу поблагодарить Гульназ Фаритовну Кульсарину за идею такого проекта. И то, что этот проект вошел и проводится сегодня в рамках национального проекта «Культура», это во многом ее заслуга. Я поздравляю всех с завершением, с этим финалом прекрасным. Я думаю, он будет прекрасный. И хочу пожелать также в дальнейшем попутного ветра нашему парусу. Байрам менен. Итак, финалисты готовы играть башкирскую классику и покорять сердца жюри.
Мы начинаем прослушивание финального тура третьего открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». «Елкенде кирдек хам алга». Конкурсы фортепиано, номинация «Г. Аса». Ну, это твоя тема, Камила. Да, грациозное, изящное, звучное фортепиано мне очень нравится. Давайте, юные пианисты, держу за вас кулачки. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков. Ильнур Гайнуллин «Размышления». Исполняет Асель Максютова, детская музыкальная школа, город Нефтекамск, класс преподавателя Зухры Имамовой. Асель Максютова. Альфия Хабирова.
Концертина для фортепиано с оркестром. Исполняет Султана Гумерова. Детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова. Класс преподавателя Зайтуны Габдулхаковой.
Светлана Гумерова. Рафаил Касимов. Юношеский концерт. Исполняет Эвелина Каримова. Школа практики Уфимского училища искусств. Класс преподавателя Адель Шмелевой.
Эвелина Каримова. Спасибо оркестру и пианистам за прекрасную музыку. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер Дмитрий Крюков. А какие ловкие пальцы у пианистов. Просто обзавидуешься. Да, эмоции через край. Приглашаем наших талантливых пианистов на сцену. Худ жюрига. Слово члена жюри телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки Илькен. Рахимитигет Шаура Азаматовна. Поздравляю вас с замечательным выступлением, с вашим самым первым в жизни, надеюсь, не последним выступлением с оркестром. Если честно, вот я слушала вас и вспоминала, когда же я первый раз сыграла. И вспомнила, что это было в 1 классе, я играла с оркестром народных инструментов, а во 2 классе с оркестром струнных инструментов я исполняла концертину Загира Гариповича Исмагилова. И настолько я была этим, помню, окрылена и вдохновлена, что до сих пор никак не могу расстаться с этой замечательной привычкой и с удовольствием играть с оркестром. И я надеюсь, что вот сегодняшняя ваша игра подарит вам очень много новых впечатлений, много новых желаний. Вы поставите какие-то большие, совершенно интересные творческие цели. И когда-нибудь мы обязательно услышим о вас не только с экранов БСТ, например, но и, например, телеканала «Культура» или каких-то еще. Желаю вам огромной удачи и очень много терпения и бесконечного количества занятий любимым делом. Поздравляю. Рахмет Шаура Азаматовна. Ваши окрыляющие слова поднимут настроение даже самому скромному и неуверенному музыканту. Спасибо вам, юные пианисты. А мы объявляем следующую номинацию. Номинация «Духовые инструменты». Внимание на экран. Ильнур Гайнулин, скерца. Исполняет Артем Демидов, флейта. Детская музыкальная школа номер 8, город Уфа. Класс преподавателя Айгуль Хакимовой.
Артем Семидов, детская музыкальная школа номер 8, город Уфа. Ильдар Хисамуддинов. Детский концерт для тубы с оркестром. Исполняет Тамерлан Салишев. Туба. Средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Класс преподавателя Фиргата Сафуанова.
Тамерлан Салишев. Загир Исмагилов. Танец из молодежной сюиты. Исполняет Даниил Иванов. Флейта. Детская музыкальная школа. Город Салават. Класс преподавателя Людмилы Дудник. Даниил Иванов. Спасибо великолепному оркестру и нашим юным музыкантам. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер Дмитрий Крюков. Я с таким восторгом слушала произведения наших башкирских классиков. Мне кажется, музыка — это самый доступный и верный способ выразить свою любовь. Финалистов номинации «Духовые инструменты» приглашаем на сцену. Айде, жюрины тыңлайық. Вам слово, Артур Искандарович. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие ребята. Я прошу прощения за свой не очень яркий голос сегодня, но я вас сердечно поздравляю с успешным выступлением и могу сказать, что вы справились с своей задачей очень хорошо. Вы действительно показали тот уровень, который вы должны были показать. И ваши школы, и ваши педагоги, уважаемые, я думаю, вами будут гордиться.
Во всяком случае, мне как духовику было очень приятно вас слушать. Но я не могу не отметить блестящий ансамбль, который вас поддерживал на сцене в лице Национального симфонического оркестра. И многие музыканты прям перекликались в ваши тембры. Это было очень приятно. Поэтому спасибо нашим дорогим коллегам оркестру и маэстро Крюкову. Ребята, я вам желаю большой удачи. Вы абсолютно на правильном пути. И что хотелось бы отметить, после номинации «Специальное фортепиано» духовики выглядят очень ярко. Это очень приятно. У нас очень с вами непростое дело, духовое. Это высокое искусство поистине, потому что это духовая музыка, понимаете? Поэтому вы настолько себя ярко показали, я вас поздравляю с этим. Рахмет, Артур Искандерович. Спасибо юным виртуозам духовых инструментов. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш труд, терпение и любовь. Только вы даете безграничные силы для движения вперед нашим парусам. Объявляем следующую номинацию. Струнные инструменты! Елкен Артабан Еле, Кыллы ойын құралдары. Ильдар Хисамуддинов, Ноктюрн. Исполняет Алтон Сергеев, виолончель. Средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Класс преподавателя Марка Афанасьева.
Сергеев. Азамат Изнагулов. Интродукция для виолончели с оркестром исполняет Данель Давлетбаев. Виолончель. Средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Класс преподавателя Ларисы Фасхетдиновой. Данель Давлетбаев. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер Дмитрий Крюков. Урал Идельбаев. Элегия. Исполняет Самира Арсланова. Скрипка. Детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова. Город Уфа. Класс преподавателя Анны Рыбакиной.
Самира Арсланова. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер Дмитрий Крюков. Приглашаем на сцену финалистов номинации «Струнные инструменты». Превосходная музыка тронула до глубины души, до мурашек. А как вам, уважаемый жюри, Ильшат Дамирович? Антон, Самира, Данельчик, от души поздравляю вас от всего сердца. Вот, кстати говоря, о душе. В наш век цифровизации, интернета, где все больше внимания уделяется всевозможным экранам, к сожалению, меньше времени и меньше места остается духовному, душевному, человеческому, теплому. И вот уж, вот, честно, вся надежда на вас. Мы, те взрослые, кто меня сейчас понимает, слышит, пытаемся устраивать вот такие конкурсы, праздники, островки доброты, островки безопасности. Реально, в полном смысле этого слова. Устраивать вот такую атмосферу. Кстати, как вам? Не сильно напрягает? Все хорошо? Давайте договоримся так. Мы учим вас, что мы умеем, а вы в будущем будете показывать нам, как надо. Светлое, доброе, вечное, красивое. С Богом, ребята. Поздравляю. Рахмет Ильшат Дамирулы. Бурными аплодисментами провожаем конкурсантов номинации «Струнные инструменты» и приглашаем на сцену финалистов номинации «Народные инструменты». Номинацию «Народные инструменты» откроет произведение Масалима Валеева «Ак-Каен». Исполняет Вадим Тухватуллин, баян, детская школа искусств, Илишевский район, класс преподавателя Гульнас Тухватуллиной.
Анатолий Кукубаев «Горная песня». Исполняет Гаяс Танцыкужин. Средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Класс преподавателя Минивалия Сафина. Гаяс Танцыкужин. Башкорт халық күйі «Сынрау торна» в обработке Рустама Шарипова. Исполняет Алмаз Бекметов, Курай, Бажикаевская средняя общеобразовательная школа Челябинской области, Аргаяшского района. Класс преподавателя Ильгама Ягафарова.
Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Главный дирижер Дмитрий Крюков. Финалы третьего открытого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елкен» завершились. Хотим услышать мнение жюри. Приглашаем на сцену юных музыкантов номинации «Народные инструменты». Первого же конкурсного дня молодые исполнители тепло общались с опытным, талантливым жюри, получили большой урок. Хуйсизге Артур Борханович. Хайырлы кис, хөрмәтле тамашачылар, оркестр һәм катнашучылар. Әгәр дә без скрипканы яки виолончельді, яки фортепиано симфонический оркестр менән күрһәк, баян, курай, симфоник оркестр менән бик һирәк күренеш. Шуның өчен бұл конкурска айрым рәхмәтле, чөнки ошондай халык уен коралдарын ошондай зур сәхнәгә чыгарып, безгә шундай матур көйләр сыгарган өчен. Катнашучыларга килгәндә, Алмаз, Вадим, Гаяз, һез дә киләсәктә Ридик Фасхетдинов, Рәҗәп Шайхутдинов, Владимир Суханов, яки Азат Айткулов, Ишмулади Мөхәммәтов һәм бөек шәхестәр булып үсүегезгә ышанга килә. Зур рәхмәт һезгә һәм ак юл. Рахмет Артур Борханович. Виктория Анатольевна, хочется услышать ваше мнение. Я сегодня в совершенном восторге от того, что происходит на сцене. Мне так приятно, что звучит такая великолепная музыка в исполнении прекрасного оркестра и таких красивых, молодых, талантливых музыкантов, у которых все впереди. Самое худшее, что вы можете сделать, это задрать носик и остановиться. Но ведь наш конкурс не случайно называется «Елкен» – парус. А парус наполняется только тогда, когда он в движении, когда в него дует ветер. И сейчас мне хотелось бы обратиться ко всем педагогам. Дорогие друзья, если вы сегодня смотрите нас на экранах своих телевизоров, то у меня к вам один вопрос. Почему вы еще не здесь? Почему ваши замечательные будущие конкурсанты еще не знают, что они станут участниками 4-го, 5-го, 6-го и так далее конкурсов? Приходите, пожалуйста, мы вас очень ждем, потому что у нас хорошо, весело. И самый главный приз – это игра с оркестром. Это сбывшаяся мечта. Спасибо. Итак, финальное прослушивание третьего телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен» завершились. Спасибо финалистам. Хөрмәтле жюри, һезгә зур рәхмәт. И, конечно же, слова благодарности и аплодисменты партнерам телеконкурса «Елкен». Третий открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен» проходит при содействии Министерства культуры Республики Башкортостан. Спасибо Национальному симфоническому оркестру Республики Башкортостан и лично генеральному директору Артуру Искандаровичу Нузиуллину за душевную работу. Спасибо Государственному концертному залу Башкортостан и лично генеральному директору Вильдану Хальдаровичу Ярулину за прекрасный зал. Спасибо Стерлитамакскому хлебокомбинату «Стер» и лично генеральному директору Юлии Николаевне Герасимовой за вкусные торты. Спасибо сети фирменных магазинов оригинальной техники Apple King Store, лично Ярославу Алексеевичу Трофимову и Алмазу Фуатовичу Кулдавлетову за призы финалистам. Благодарим уважаемых партнеров телеконкурса «Елкен», телеканал БСТ, радио «Юлдаш», ФСД Уфа, шоу «Технологии». Благодарим наших финалистов, оркестр, члены жюри и вас, дорогие зрители. Для нас огромное счастье плыть с вами под одним парусом, чувствовать пульс времени, ветер и историю. Совсем скоро мы узнаем победителей третьего телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». Продолжаем третий открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкен». Загир Исмагилов,
концерт для фортепиано с оркестром, 2 и 3 части. Исполняет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, солистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан Шаура Сагитова, дирижер Дмитрий Крюков.
Шура Сагитова, Дмитрий Крюков и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем гала-концерт, и он готовит нам массу сюрпризов. Конечно, главной героиней нашего конкурса является музыка башкирских композиторов. Сейчас прозвучало произведение классика башкирской профессиональной музыки Загира Гариповича Исмагилова. Но не только музыка сегодня героиня, все члены жюри будут выходить на сцену и показывать свое мастерство. А это, согласитесь, не так-то просто. Этому нужно соответствовать. Ну и, конечно, во втором отделении у нас состоится главное событие, вершина конкурса, когда мы будем награждать победителей. Но я хочу сказать, что наша конкурсная атмосфера за эти 3 года потихоньку превращается в добрую семейную атмосферу, где все друг друга любят, где все друг друга поддерживают. Поэтому вне зависимости от того, кто получит 1-е, 2-е или 3-е место, для нас эти дети уже свои. Мы с удовольствием будем следить за тем, как они развиваются, как они играют, как они становятся старше. Мы очень хотим, чтобы они продолжали то прекрасное дело, которому посвятили уже в своем возрасте так много часов. И вот сейчас на сцену выйдет девочка, которая стала лауреатом 2-го конкурса «Елкен» и принесла свое музыкальное поздравление нынешним лауреатам. Азамат Азнагулов, поэма, исполняет лауреат 2-го открытого телевизионного конкурса «Елкен» Анастасия Бартенева. Партия фортепиано Светлана Мустафина.
Анастасия Бартенева. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем церемонию награждения лауреатов нашего конкурса. Приглашаем 3 финалистов в номинации «Духовые инструменты». Для награждения лауреатов приглашаем на сцену заместителя руководителя администрации главы Республики Башкортостан Урала Тагировича Кельсинбаева и народного артиста Республики Башкортостан, лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева Артура Искандаровича Назиуллина. Хайырлы кис, хөрмәтле тамашачылар, хайырлы кис безнең башкорт классика моңдарын һөючеләр, ысынлап та нык тулкынлы, мәл тулкынлы һәм ошо тулкындар буенча безнең Елкән проекты артабанда безнең тын менән, безнең күмәк тын менән, бүтә республиканың тыны менән алга елһен дә елһен. Добрый вечер, уважаемые любители башкирской классической музыки. Очень приятно здесь находиться и, конечно же, очень волнительно в то же время. Волнение наших конкурсантов передается. А как они играли? Это очень дорогого стоит. И, конечно же, мы очень рады, что есть такой проект. Проект, который, вот уже сказали, я хотел сказать слово «команда». Оказывается, уже не команда, оказывается, уже семья. И действительно это чувствуется. Вот эта теплота. Теплота команды отдельно БСТ, теплота команды по линии нашего симфонического оркестра и, конечно же, команды студии «Тамыр». Но отдельно по студии «Тамыр» я хочу сказать, что вот все проекты, которые есть, это «Солпылар», это «Бирешмя», сейчас проект «Елкән», они все очень нацелены на то, чтобы наши дети были очень мощными, выросли очень мощными и самостоятельными. Мощными в том плане, чтобы у них был очень сильный дух. И это ощущается. Отдельное спасибо студии «Тамыр», отдельное спасибо нашему симфоническому оркестру, спасибо нашему телеканалу. Почему? Потому что очень важно, чтобы это видели и слышали не только кто сидит в этом зале, а сейчас в прямом эфире смотрят миллионы башкортостанцев. Это дорогого стоит. Всех с праздником! Спасибо большое.
Итак, приготовьте свои самые бурные аплодисменты. Лауреатом третьей степени нашего конкурса становится Артем Демидов. Детская музыкальная школа номер 8, город Уфа. Лауреатом второй степени назван Тамерлан Салишев, средний специальный музыкальный колледж. И лауреат первой премии Даниил Иванов, город Салават. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, давайте поаплодируем этим юным, роскошным ребятам еще раз. Но я не зря вышел с такой интересной историей в руках. Это спецпоздравление от выдающегося духовика Республики Башкортостан Хамадинова Зуфара Заединовича, самому юному тубисту. Он попросил меня вручить юному тубисту вот эту тубу как поздравление. Браво! Благодарим вас, поздравляем, ребята. Вы можете пройти на свои места. Спасибо вам большое. Ну что ж, а сейчас встречайте. На сцене солист Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан Ильшат Муслимов. В его исполнении прозвучит произведение Ильдара Хисамуддинова «Концертная пьеса «Азамат». Дирижер Дмитрий Крюков.
Ильшат Муслимов. Прозвучала скрипка, а это значит, скоро мы узнаем тех, кто получил звание лауреатов в нашем конкурсе. Для вручения дипломов лауреатам приглашаем на сцену уполномоченного по правам детей в Республике Башкортостан Ольгу Юрьевну Панчихину и Ильшата Дамировича Муслимова. Добрый вечер всем. Спасибо большое за такое замечательное мероприятие, но и за этот конкурс, который вновь дает детям возможность обрести и получить свои крылья, получить свои паруса, и паруса, которые плывут дальше, чтобы развиваться и дарить нам красоту. И спасибо большое всем композиторам, которые пишут такую красивую нашу башкирскую национальную музыку, потому что она как ветер, как красота, как всех наших природных богатств, которые есть. Спасибо всем, ребята, вы все молодцы, неважно, какое место. И те, кто 100 с лишним ребят участвовали, я думаю, что все просто замечательно сыграли. Спасибо Тамыру за такой замечательный конкурс. Спасибо, Ольга Юрьевна. На сцену приглашается лауреат 3-й степени Данель Давлетбаев, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Лауреат 2-й премии Антон Сергеев, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. И лауреат нашего конкурса. 1-я премия Самира Арсланова, детская музыкальная школа номер 1, город Уфа. Ваши аплодисменты. Торжественная фотография. Сейчас прозвучит еще одно произведение легендарного композитора Загира Исмагилова. Поэма исполняет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусайна Ахметова Артур Гайсаров, дирижер Дмитрий Крюков.
Артур Гайсаров. Афарин. Итак, мы продолжаем награждение и награждаем лауреатов в номинации «Народные инструменты». Для поздравления лауреатов приглашаем на сцену заместителя председателя Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Тамару Михайловну Тансыккужину. И члена жюри нашего конкурса Артура Бурхановича Гайсарова. Xayrli kech, hürmetli tamaşaçılar, qadirli dostlar. Мен һеҙҙе барығыҙҙы ошо матур байрам менән, матур тантана менән ысын күңелдән ҡотлайым. Әлбиттә, беҙҙең балалар барыһы ла афариндар, улар бик матур сығыштар яһаналар һәм әлбиттә уларҙың ижади тормошоноң тәүге аҙымы ғына тип ышанып ҡалам һәм алда ла уларға тик уңыштар, яңы еңеүҙәр һәм яңы проекттар улар күп булһын һәм уңышлы тормошҡа ашарһын. Уважаемые друзья, хотелось бы вас всех поприветствовать, поздравить с тем, что у нас в республике есть такой замечательный конкурс. Он, безусловно, уникален тем, что здесь есть такой определенный благотворный синтез опытных музыкантов и молодого поколения. Конечно, для наших ребят, я думаю, это большой-большой стимул для того, чтобы развиваться и двигаться по своему большому творческому пути. Пусть у них все в жизни сложится, и мы будем радоваться дальнейшим их успехам. Спасибо, Тамара Михайловна. Дорогие друзья, интрига. В номинации «Народные инструменты» второе место получает Гаяс Тансыккужин, средний специальный музыкальный колледж. И лауреатами первой премии стали 2 человека. Алмаз Бекметов, Челябинская область. И Вадим Тухватуллин, Илишевский район. А теперь поаплодируйте им так, как они играли. Спасибо вам большое. Поздравляем лауреатов. Ну а сейчас у нас в гостях вновь победитель прошлого конкурса, лауреат второго открытого телевизионного конкурса «Елкен» Михаил Панов. В его исполнении прозвучит произведение Халика Заимова «Прелюдия».
Михаил Панов. Для вручения дипломов лауреатам в номинации фортепиано приглашаем на сцену члена жюри третьего открытого конкурса «Ялкен» Шуру Азаматовну Сагитову и заместителя министра культуры Республики Башкортостан Рената Рашитовича Гайсина. Хайырлы кез, хурматлы тамашасылар, достар, добрый вечер, уважаемые наши зрители. Очень крутой проект. Получил огромное удовольствие. Спасибо организаторам, спасибо нашим юным конкурсантам. Хочется пожелать нашим юным конкурсантам неиссякаемой энергии, чтобы у них все везде получалось. И огромная благодарность нашему симфоническому оркестру. В этом году решением жюри третье место на конкурсе получает Султана Гумерова, детская музыкальная школа номер 1. И две участницы конкурса получают второе место. Асель Максютова, детская музыкальная школа, город Нефтекамск. И Эвелина Каримова, школа практики Уфимского училища искусств. Аплодисменты лауреатам. Спасибо, Ренат Рашитович, Шура Азаматовна. Спасибо, девочки, за прекрасную музыку, которую благодаря вам мы сегодня услышали. Кстати, о композиторах. Когда я сегодня слушала программу, я подумала, какова же степень ответственности композитора, когда он пишет музыку. Ведь он понимает, что напрямую влияет на нас, слушателей. Он оставляет след в наших сердцах. А это, согласитесь, очень ответственно. И я с особым уважением представляю вам следующее произведение, которое написал маэстро Дмитрий Сергеевич Крюков. Дмитрий Крюков. Концерт для кларнета с оркестром. Вторая часть. «Тайна безмолвного Урала». Солист. Народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин и маэстро Дмитрий Крюков.
Артур Назиуллин, Дмитрий Крюков и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Ну а сейчас состоится вручение главного приза конкурса «Елкен». И аплодисменты нужны соответствующему. На сцену приглашается директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Фаритовна Кульсарина и Артур Искандарович Назиуллин. Башқұрт музыкаһын барлыққа келтірген, башқұрт музыкаһын яңғыратқан, башқұрт музыкаһын яшәткән қадірлі балалар, хөрмәтле өлкәндәр, безнең композиторларыбыз, безнең укытучыларыбыз, безнең музыкантларыбыз, безнең хөрмәтле оркестрыбыз. Сезгә иң зур рәхмәтте без бүген генә әйтеп калмайбыз, киләсәк буындар әйтәсәк безгә ул рәхмәтте. Сегодня мы творим такой чудесный проект, который будет жить еще много-много десятилетий, даже, может, веков вперед. Мы созидаем действительно стоящее событие, и если это событие состоялось, значит, мы действительно заслуживаем это событие. Спасибо всем огромное. Гран-при третьего конкурса «Елкен» вручается Вадиму Тухватуллину, детская школа искусств, Илишевский район. Вадим Тухватуллин. Настоящий музыкант, который играет душой. Ну что ж, а сейчас наступает момент, когда я хочу пригласить на сцену своих замечательных коллег. Выходите, пожалуйста, ребятки. Как вы думаете, наш конкурс вроде удался, правда? Да. А кто в этом виноват? Виноваты все. И вы, и педагоги, подготовившие наших конкурсантов, и наши замечательные юные музыканты, и взрослый оркестр, и Министерство культуры Республики Башкортостан, которое поддерживает наш конкурс. И, конечно, вы, потому что без вас все было бы бессмысленно. Спасибо вам огромное. Бүйүк композиторлар мирасын тергезген Елкен конкурсына дан. Спасибо за музыку, друзья. И вам, дорогие слушатели, ведь наша музыка звучит для вас. Ну а в заключение для вас звучит произведение Дмитрия Крюкова «Легенды древнего Урала-2». Маэстро, на сцену!
говорят горы. Дмитрий Крюков и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Конкурсанттар, рәхмәт һеҙгә. Маэстро Дмитрий Крюков. Дорогие друзья, наш конкурс подошел к концу. Пусть в нем всегда будет в гармонии триединство: композитор, исполнитель и слушатель. Будьте парусом времени, несите свет, музыку и красоту. Попутного ветра нашим парусам. До новых встреч, друзья! Һау булығыҙ.